Здравствуйте, уважаемые пользователи! Сегодня мы продолжаем рубрику «Мир безграничных возможностей». Статья Кардыбекова К. «Через книги к звездам». Статья Тифлоинформационного библиографического отдела Западно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Кербез Кадырбековой о принятии участия в международной онлайн-конференции «Гагаринские чтения», посвященной 60-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина, организованной Саратовской областной специальной библиотеки для незрячих. Эту статью вы можете почитать Кітап Патшалығы за 2021 год в номере 2. Эхо взрывов в картинах. Статья А. Балакешевой о выставке в Караганде художника без обеих рук Кайрипбека Каюкова, пострадавшего от последствий взрывов на Семипалатском ядерном полигоне. Она приурочена к 30-летию закрытия полигона Кайрипбека Каюкова, активист антиядерного движения «Невада-Семей». В своих работах художник отразил крик души после последствий ядерного полигона в Семипалатске. Популярный художник родился без обеих рук вследствие ядерных испытаний на Семипалатском полигоне. Для создания своих картин он пользуется ногами и ртом. Кайрипбек награжден орденом Курмет, является почетным послом проекта «Атом», который был создан по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева. Мы все должны помнить и понимать, какие роковые последствия были после взрывов атомных бомб, отметил в частности руководитель управления внутренней политики Карагандинской области Ек Хусаин. Ядерные эксперименты отразились на Семипалатской, Павлодарской и Карагандинских областях. В результате взрывов пострадали миллионы наших граждан, и радиоактивные осадки уничтожили флору и фауну. Все это нельзя забывать. Статья А. Величко «Позитивные изменения». Во второе воскресенье октября Казахстан отмечает День инвалидов. Сами виновники торжества всегда говорят, что это та дата, о которой лучше не знать, только из официального календаря, но никаких на собственной шкуре. И тем не менее в стране проживает более 702 тысяч лиц с инвалидностью. Весь октябрь акимы будут поздравлять победителей локальных, республиканских, международных, творческих и спортивных параконкурсов и дарить подарки от государств и спонсоров тяжелым больным казахстанцам и всем воспитывающим детей с инвалидностью. Эту статью вы можете прочитать в газете «Караван», 21 год, 15 октября. Статья М. Хигай «Особенные дети такие же, как и в чем могут они быть лучше». 8-летний мальчик с особенностями развития Бекнур Жанибек Улы стал в этом году одним из финалистов, прошедших национальный отбор на детское Евровидение. Обладатель самого маленького протеза в мире попал в пятерку лучших юных исполнителей, которые смогут поработать за право представлять нашу страну на Юниор Евровидение в Париже. В газете «Караван», 21 год, 15 октября. Статья Д. Назаренко «Дисплей Брайля доступен для инвалидов». Об инвалиде по зрению 13-летней Малике Алиевой во время прямой линии президента РФ В.В. Путину к нему обратилась Малика Алиева из Республики Адыгея, в 6 лет потерявшая зрение. Малика попросила внести умный помощник Робин и дисплей Брайля и перечень технических средств реабилитации, которые представляют за государственный счет. Благотворительный фонд соединения добился включения брайлевского дисплея в федеральный перечень в 2017 году в узкой категории слепоглухих людей. Статья в журнале «Библиотека» за 2021 год, номере 7, вы можете прочитать «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не попасть поодиночке». Социально ориентированные проекты. Специальная библиотека города Пскова прошла сложный и интересный путь. Более полувека она развивает культурно-просветительскую деятельность, обеспечивая информацию, популяризует чтение, прививая духовных ценностей и способствует социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями по зрению. После реорганизации, проведенной в 2015 году, это учреждение стало особенным структурным подразделением ПО УНБ. Однако не утратила профессиональной самостоятельности. О том, какие проекты сегодня, обо всем об этом разговор с директором Псковской областной специальной библиотеки для незрячих слабовидящих Любовью Александровной Красновой. На этом все. До следующих встреч.